Страна им не заходит. Это невыносимо. Это очень тяжело. Понимаю, что словенцы все разные. Это кошмар. Ты идешь мимо этого дома и напрягаешься. Все сводится к какой-то сваре. Они упертые, как бараны. Вы задали вопрос там без камеры. Прямо не просто тебе в глаза говорят, не просто там типа вот, и ты такой перестал этого бояться. Ты не имеешь права здесь парковаться, я здесь уже 20 лет, цепи натянут. Мы сидим такие, как мы здесь вообще оказались? Жить интересно. Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Сегодня мы приехали в настоящую словенскую глубинку, чтобы узнать, как семья из Санкт-Петербурга решилась все изменить, начать жизнь заново и построить свой новый бизнес. Юрий и Наталья. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот вы сказали глубинку славянскую, Да. а мне кажется, что тут понятие глубинки сильно размыто и сильно отличается от понятия глубинки от того, к чему мы привыкли, потому что мы хоть и живем как бы в глубинке, но нам примерно одинаковое количество времени ехать до аэропорта Загреба и до аэропорта Любляны. И все это время занимает меньше времени, чем мы ехали в 15 километрах, живя под Петербургом, до центра, например. Поэтому глубинка понятие растяжимое. Ну да, чем больше мы здесь живем, тем более нам кажется эта глубинка, и теперь расстояния стали длиннее, чем по приезду. Мы называем глубинкой уже по понятиям Словения. Для нас, жителей Словении, кажется, что это глубинка. Но если сравнивать с масштабами Санкт-Петербурга или Москвы, то это никакая не глубинка. Сколько ехать из вашей деревни, например, до Любляны? Час 15 до ремонта, сейчас пока ремонт идет дороги, час 30. Ребята, я знаю, что у вас в Санкт-Петербурге был свой успешный ландшафтный бизнес. Да, был. И поэтому, собственно, наш новый бизнес с ним связан. И у нас был не только ландшафтный бизнес, у нас еще был питомник декоративных растений, около 100 гектар. И мы выращивали в том числе яблони для клиентов. Но в основном были там другие хвойные растения и прочее. И, кстати, вот эти яблоки, которые оставались, их иногда собирали. И как часть нашего первого опыта с сидром, он пошел как раз оттуда, из того бизнеса. То есть это, получается, И второй момент. идея пришла из России. Мы об этом не говорили еще официально здесь, в Словении. Мы к этому довольно готовились. Мы на самом деле и сейчас занимаемся ландшафтной архитектурой, не совсем дизайном, а ландшафтной архитектурой, по большому счету. Это более корректное определение. И у нас уже есть 2 проекта в Белграде, и те, которые мы уже осуществили, как, в смысле, сделали ими как проект. И планируем их там еще реализовывать. И поэтому, в принципе, со временем часть, это, которая у нас, наши компетенции, которые мы реально 28 лет этим занимаемся на высоком уровне, надеемся, здесь тоже будем использовать наши знания и умения. Сколько лет вы уже живете в Словении? И что заставило вас принять решение и переехать в новую страну? Ну, мы живем почти 4 года, как переехали по документам с февраля 23-го, что заставило нас приехать, очевидное представление о будущем предыдущей страны. Не хотел бы, чтобы внуки оказались в той стране, которая сейчас нам получилась. Война — это как стимул, да, потому что куда все шло, было понятно уже нам давно, но всегда, как обычно, связывают обстоятельства, бизнес, родители и прочие вещи. Да, это все совпало одновременно. Понимание того, что то, что мы думали, это становится реальным, и вариантов больше нет. И это действительно хороший такой пинок, который позволил нам принять решение. Если бы мы сейчас знали о том, с чем мы столкнемся, когда мы занимались своим бизнесом, возможно, это было бы страшнее принимать такие решения. Но когда они возникают постепенно, все проблемы, то и решать их проще. Как вы выбрали Словению? Так скажем, я как кандидат географических наук неплохо разбираюсь в географии, да, но про Словению только знал. Мы на самом деле были во всех странах вокруг Словении, и больше вообще из 50 странах, где были. А в Словении не были. Все в Словении находятся наши любимые места, куда мы любим ездить, отдыхать, вообще самые красивые места, мне кажется, планеты. И когда я начал изучать этот вопрос, помимо того, что мне просто сказали, что реально в Словении самые адекватные люди, самые спокойные из всех славянских народов. Самые мирные?
Да, ну, об этом я уже узнал потом, внимательно почитав и посмотрев все про историю, и поняв, как Словения вышла из Югославии, отношения с соседями, и подумал, что, наверное, во время мирового катаклизма Словения не худший вариант, Это удивительно, маленькая нация. которая более 700 лет была в австро-венгерских, ну, так иначе, Габсбурге, Австро-Венгрия под властью австрийцев, да, тут все вот эти замки, которые здесь вокруг, они все австрийских графов, а словенцы жили как население сельское в основном, но при этом они сохранили полностью культуру, Язык. песни и все остальное, и поэтому это вызывает серьезное уважение. Даже молодежь это поддерживает, это очень приятно видеть. Мы переехали в две больших семьи, поэтому, кстати, у нас компания называется Skibin Skibin, предполагается, что это мы два брата, ну, и их семьи. То есть мы переехали с Наташей, с женой, а сразу же там переехала дочка, потом подключился сын, который сначала был в других странах, потом мы его там уже через 1,5 года смогли здесь легализовать. Все они уже обзавелись своими семьями здесь. Они все помогают вам в вашем бизнесе. Да. Да. У брата тоже еще 3 детей. Постоянно мы живем здесь с Наташей, но все приезжают на необходимые операции. Тут у нас довольно много таких массовых вещей. Например, надо было в этом году посадить 1700 яблонь. Или, например, выдавить 20 тысяч, передавить 20 тысяч килограмм яблок в прошлом году. Или запечатать вот такие бутылки, сколько там, 20 тысяч бутылок надо получить. Да, Поэтому большие объемы. и всегда приезжают, там, вот мы распределяем, кто когда может, у всех свои задачи, своя работа, и приезжают и помогают. Да. То есть у ваших детей ваш бизнес не основное их дело. У них помимо вашего бизнеса есть своя работа и свои занятия. И они приезжают сюда в определенный момент, чтобы организоваться и помочь сделать какое-то крупное дело. Да, именно так. Помогают, когда мы проводим дегустации в виде профессиональных натакарей, как официантов. Официантов. Да. И также, кстати, с нами есть еще давно переехала 3 года назад наша племянница. Сама приняла решение уехать из России без родителей. Родители имеют израильское гражданство, и они уже купили здесь соседний участок. Во-первых, как называется это место, где вы живете? Как вы выбрали это место? Как вы искали? Почему вы именно здесь решили купить землю? И как пришла идея вообще заняться именно сидором? Ну, называется это место Бабна река. Это удобно для всех славянских языков, в принципе, понятно, что значит здесь Бабна река. Наверное, в стародавние времена бабы полоскали Ну, никто точно не знает, что именно тут в данном случае, почему Бабна. Да, то есть Бабна гора, Бабна Бырда, Бабна река. Вот в округе у нас. Не бабы. Все женское. А женщина, я считаю, что это главнее. И вообще, Да, в Словении матриархат. Президент, и мне это очень нравится, я полностью поддерживаю. Какая была изначальная идея? Что мы хотим сделать что-то такое туристическое, как привлечь туристов. Ну, то есть, конечно, классно купить где-нибудь среди какой-то локации известной, мировой, какой-нибудь там озеро Блед, там, не знаю, или там Бахинь. Но когда ты там ищешь землю, то можно отлично, вот отличная земля, 6 миллионов евро, пожалуйста, покупай подобное. И это плохая идея. Тем более у нас нет 6 миллионов евро. И никогда не окупится. Есть вторая ситуация, когда ты создаешь точку притяжения, куда люди едут специально. Это чуть более сложная задача. Не проходя мимо, к тебе заходят, или там из-за того, что где-то близко к чему-то известному находишься, а из-за того, что ты создал что-то новое. Создать что-то новое, нужно сделать что-то интересное. Вот сидр для страны, как Словения, ну, когда у тебя есть сад, у тебя есть производство, у тебя есть сложная технология, у тебя есть что-то необычное. Это может привлечь людей из других мест. Кстати, в Словении такого довольно много, когда люди едут довольно далеко по этим меркам, час, бедняги мучаются, чтобы приехать в какую-то точку интересную, да, там специально туда едут, или на праздник, или просто посетить, потому что это интересно. Поэтому мы хотели создать что-то такое интересное. Сидр нам показался классной идеей. Ну и сидр — это то, что нам нравится. Погрузились в свое время еще в культуру нормандскую, тоже были очень сильно удивлены, что параллельно с культурой виноделия существует огромный мир, очень долго существующий мир яблочных напитков. Мы с помощью вот французских друзей здесь развиваем вот эту культуру новую совершенно для страны. И такой напиток, у которого есть история, потому что потребление сейчас сильно изменилось в мире, и вина сокращается, базовое сокращение вина, но при этом качественное вино продолжают пить. Люди, например, молодое поколение больше пьет кофе, например. Да? Раньше, как у нас было с кофе,
Есть черный кофе, турецкий кофе со сгущенкой, не знаю. Потом люди начали разбираться, что вот есть арабика и робуста, а сейчас вот эти все специалити кофе и кофейни, которые люди тратят на это там по 20 евро за 250 грамм кофе или там за 150. Молодые люди, у которых денег-то толком нет после ковида, но они все равно это тратят, потому что им интересно, потому что сложный вкус, они могут там типа это с такого-то склона, не знаю, в Венесуэле, тут двойная ферментация и все прочее. Поэтому любой напиток, он должен быть история. Наш сидр с историей. Мы вот говорим, это вот сорт моносортовой птиомер, французские сорта, такая-то технология, высокое содержание танинов, дикая ферментация и так далее. И ты можешь собирать коллекцию. Это как бы потребление сложное и интересное. Поэтому это, безусловно, будет иметь спрос. Вопрос, какой и когда. Словения не очень быстрая страна, поэтому мы не только со Словении будем сразу же начинать. У нас есть возникшие уже друзья-дистрибьюторы, например, в Финляндии, в Норвегии, в Сербии и другие регионы Германии тоже очень сильно интересуются. После выставки там народ прям вообще очень сильно прям готов был все что угодно сделать, чтобы этот сидр получить, потому что сильно отличается по качеству из тех, что мы видим здесь в округе, ну, по стилистике. Вот, и поэтому, да, такая основная будет продажа через Хорику. В Любляне. Хорика, напомню, это сеть ресторанов. Это отели, рестораны, кафе. Вот, например, такой формат появится, у нас мы 4000 бутылок разлили уже, это экстра брют, нет еще этикетки, но вот уже скоро будет. 0,33, да. Это появится, например, в Любляне уже через месяц, например, да, в некоторых ресторанах, кафе. Кроме того, мы же уже 1,5 года как занимаемся развитием приложения мирового, на самом деле. Skibin, компания ДО из Словении, является автором приложения Cider Radar. И мы тоже с ним как раз выступали, его представляли первый раз вот на этом фестивале Cider World во Франкфурте. Это приложение, после открытия которого ты, во-первых, ты окажешься на карте, и ты можешь найти ближайшее место, где делается вот такой премиальный сидр, 100% сделан из яблок во всем мире. Вот, например, здесь есть Skibin, у него есть, опять же, события какие-то. Вот, например, там через какое-то время будет дегустация там, через месяц, да, и, например, фестиваль там Cider World, там будет дегустация там через столько-то месяцев. Это именно по сидору. Это по сидру, да. И вот если посмотрите на карту, она огромная. Да? И то есть от Австралии до Таиланда, да, везде можно найти это сидро, люди об этом могут не знать. Также можно, как вивины им пользоваться, нажать на фотоаппарат, сфотографировать бутылку, оставить комментарий или свои, там, сделать оценку ему. И совсем скоро появится функция, где мы сможем покупать сидр. Мы связываем производителей, тем самым мы расширяем географию. Например, в Словении можно будет купить сидр французский, да, вот мы являемся дистрибьюторами этого французского сидра, и мы можем там его продавать, он доступен в Словении, такой-то сидр. Чем их больше будет, тем больше будет развиваться рынок. Поэтому тем самым мы делаем такой вклад в общее развитие вот этой культуры сидра, ну, в мире. Посмотрим, как у нас все это получится, но это долгая такая инвестиция, но это тоже интересно. А участок нашли как в итоге? Благодаря Наташе, потому что на самом деле это участок, который мы первый видели на Непримечнине, когда искали. Мы не говорили по-словенски, естественно, первые вот эти полгода. Там не было адреса, было написано Лока Прижусму, ближайший город. Съездили в этот регион, нам понравилась сразу эта картинка по фотографиям, вот эта дорога извилистая. Подумали, где он находится, посмотрели, все какое-то довольно запущенное здесь в этой Локе Прижусму нам показалось. Посмотрели, еще зима была. А потом начали изучать Словению как таковую. Вообще, в принципе, ладно, отложили эту историю, начали искать другие. Мы объездили всю Словению, на самом деле, в течение полугода. Мы каждую неделю там по 3 места ездили смотреть, более-менее подходящих, ни с кем не разговаривая. Просто, если нашли что-то похожее, или по крышам начали находить места, фотографии есть, люди адрес не пишут, но ты по крышам там геолоцируешь. Нет, по крышам я нашла именно это место. Сначала те, искали так, и потом Наташа находит, типа, опа, я нашла вот это первый наш участок по крышам. Просто вот это расположение крыши, место, дороги, все совпало, и мы просто сюда приезжаем так в наглую. Вон там внизу были овцы у хозяина предыдущего. Даже не знали, что это принадлежит. Мы не знали, что ему, и мы наверх мимо него. Все, нас так смотрят наверх, там типа привет, привет. Беспардонно. Ну, мы-то смотрим. Он говорит, ну ладно, в общем. И буквально через неделю мы уже договорились. Но надо понимать, что Непримечнина – это сайт, который по сути практически один, но это всего лишь 1/10 от рынка, это максимум реального рынка недвижимости. Да, очень многие продают через знакомых или просто по 100%. объявлениям в Меркаторе, например, огласно. В общине, да. Не продают чужим. Продают чужим, люди не хотят непонятных на самом деле, людей, соседей с непонятными намерениями. Они должны понять, что ты делаешь. Это тоже целая огромная тема.
Вы приехали к будущему продавцу. На каком языке вы начали с ним разговаривать? Первую землю, Да. да, мы покупали с помощью, да, нам тогда Потому что с языком еще пока было плохо, да. Да, через год, даже меньше, да, я на самом деле тогда помню, что я Юра уже договаривался сам, потому что он уже неплохо знал язык. Сколько времени понадобилось, чтобы вы уже базово начали общаться на славянском? Я принял решение, говорю, даже меньше года прошло, что я буду говорить только на славянском. То есть Не неважно, как у меня использовать, получится. Меньше года прошло. Да, да, не использовать английский вообще. То есть, потому что английский я говорю хорошо, раньше говорил. Сейчас подзабыла. Ну, неважно, да, что я не буду использовать английский. Как бы плохо, тяжело не было, типа, вот буду говорить по-славянски. И довольно быстро, на самом деле, получилось. Но вот все эти базовые задачи решать, наверное, года через 2. Я почувствовал, что как бы вот уже свободно, что я могу говорить на славянском, перестал этого бояться. Сейчас не то, что у меня сильно вырос уровень, но я любую задачу могу решить на славянском. Да. Но здесь довольно специфический регион Штайрска и специфический язык с большим количеством включенных немецких слов. И да, это сложно. Вот. Мы должны знать теперь еще насильственно еще и немецкий, там базово. Например, фраза «тиштекаш». Это как раз вот тоже... Типа первый сосед, когда Натаха делала, ну, она варит, в том числе сварочным аппаратом, и она помогла соседу уже там с какой-то очередной тачкой. Он говорит, суперски зашвацала шайтерку. Чего? Зашвацала шайтерку, вот это все. Сварила, наверное, вот это. Ну, Да, зашвацать, да. это все немецкий. То есть совсем другие слова. Не приколется, не заварила. То есть это... Короче, такая, то есть ты берешь немецкий корень и используешь его в славянской грамматике. И здесь все технические слова, практически все, никто не, там, не использует славянские слова. У тебя там не лестов, а лойтра и все такое. Тут целая куча, какой-нибудь вассервага и прочее, там, сайт, плац, ну тут ахтать, как глагол. Ну, ты будь внимательный, это ахтай. Ну все, там типа рикверс назад. Ну, то есть такие слова. То есть я говорю, я вообще немецкого не знал. Сайт, да. Как лауфать, а не бегать. В общей сложности вы купили 4 гектара. Земля обошлась сильно меньше, чем то, что мы в нее вложили. Купить, скажем так, вот эта земля, которая вот мы там, вот это верхнее поле, мы в него вложили 3 раза больше денег, чем за нее заплатили. Ну, за землю... В общем. 70, наверное, тысяч, наверное. За все 3 участка 70 тысяч. Ну, чем дальше, тем дешевле. Первый был самый дорогой. И в первом зато зазидливая земля под застройку, да, поэтому... Она дороже. Она дороже, да. И здесь там можно жилой фонд построить. Да, и здесь есть водопровод и на одном, и на другом участке, есть электричество. 70 тысяч за 3 участка – это очень недорого. Сейчас у нас куча предложений, которые мы можем уже покупать эту землю для своих там друзей или еще кого-то. И тут ты открываешь новый дивный мир недвижимости славянской, который не для всех, потому что людям чаще всего, не хочется заниматься, им не нужны непонятные соседи, как я говорил, и так далее. Люди могут просто, есть и есть земля. Стоит, есть не просит. Да. Налоги небольшие на нее, кстати. Вам пришлось разработать землю, удобрить ее и купить саженцы. Очень много что мы сделали здесь. Если мы потом пройдемся, можно будет подснять поле, которое, к сожалению, сейчас не сильно выкошено, но неважно, оно уже в хорошем состоянии. Оно в таком состоянии находится буквально за последний год. Потому что до этого, в прошлом году, здесь работала огромная техника, всю зиму, 2,5 месяца она этим занималась. Эскаваторы делали 5 линий дренажа. Мы делали ограждение вокруг всего 2-метровое, потому что здесь еще дикие животные. Это типа косули, да, сырные. И они все съедят яблоки иначе. Убирали в трубу ручей, планировали, землю сначала снимали, потом планировали, потом возвращали назад, делали по сути, дороги. Там были кусты и лес. Это было не просто даже, это джунгли непроходимые, реально непроходимые джунгли. Ежевика, это невероятный объем работы. А нижнее поле было сделано, мы все равно перекладывали на другую глубину трубу ручья, возделывали глубоким специальным копателем, чтобы внести удобрение глубоко. Мы сначала сделали анализы почвы в Жальце, внесли необходимые удобрения, здесь недостаток фосфора и калия, и потом держали там люцерну как в качестве сидерата, и вот подготовили поле посадки. Вот в этом году посадили, как мы планировали, в 2023 году 1700 еще дополнительных деревьев, теперь у нас их всего 2000.
Вот вы посадили первую партию в 24 году. Да. Когда эта первая партия начала плодоносить? В тот же год. В тот же год уже. Да, и мы сделали в прошлом году у нас уже был первая дегустация, где мы пробовали наш сидр. Прошло буквально 2 года, и бизнес, я уверена, он еще не окупился. Конечно, нет, и еще скоро не окупится, и он не может, такой бизнес, быстро окупаться. Мы хотим делать ПАМО, и мы хотим делать уксус, но имеется в виду выдержанный уксус, и соусы яблочные. Это вот минимум задач. ПАМО, как дижестив, аперитив, очень, на самом деле, заходит славянцам, очень нравится. Он сладкий, при этом очень 17-градусный, но при этом очень сложный аромат, вкус. В общем, дадим попробовать. Обязательно. Я вообще все хочу попробовать и купить. И тем более, раз мы ехали в такую даль, целых 1,5 часа. Естественно, мы не уедем с пустыми руками. Приходится порой нанимать кого-то со стороны, или вы все-таки своей семьей? Смотрите, нанимать со стороны, вот только вот строителям нам помогал строитель хороший. Все остальное это своими силами и силами деревни. Вот это очень, очень большая история, когда ты становишься частью деревни, тогда у тебя только есть шанс за адекватные деньги и получить помощь. Да. Потому что когда вот мы сажали яблони, вся фактически деревня так или иначе участвовала. Кто-то приезжал трактором, кто со своим, там 2 трактора у нас постоянно было в помощи. Кто-то приезжал просто помогать, приходили соседи. По славянским традициям ты обязательно должен сделать, накормить всех малицей. Понятное дело, кому-то ты платишь деньги, у кого-то у нас и так уже есть отношения, мы ему помогаем, он нам помогает. У нас разный уровень отношений с соседями, со всеми хорошие. Вас приняли славянцы в свою, так сказать, семью. Да, ну мы, естественно, для этого тоже многое сделали. Мы ставили такую прям задачу, и мы открытые люди. И, ну вот, например, Наташа делала торты на Рождество, мы разносили по соседям это все, они так сильно удивлялись. У нас есть доступ в дом, чтобы вы понимали. То есть мы ко всем соседям можем практически попасть в дом. Для понимания славянской особенности, вот, например, мы с соседями в Целье там отлично, все, мы поговорим, смолток, он заходи на пьячу, на казарчик, там мы постоим. 2 часа разговаривали с ним, с женой. Вот первый наш с ним разговор, пили вино. Знаете где? На лестничной клетке под лестницей. Дома мы оказались у него только через год. И то, он начал показывать, какая там стена. Ну, то есть вот так вот. Это уровень постепенного проникновения в славянский дом. Да. Это степень такого доверия, да, поэтому... Ну, мы можем сказать, что да, мы во всех домах уже здесь были. Да. В нашей деревне у нас есть такой доступ практически ко всем. Вы себя показали людьми порядочными, открытыми, работящими. Славянцы это очень ценят. Вся страна состоит из понятных реакций. Если они непонятны, скорее всего, ты просто не понял. Разберись. Так к этому надо относиться, да. Тут все в шоке от того, чем Наташа здесь занимается. Это совершенно полный шок для местных вызывает. Они ходят тут уже, рассказывают все эти байки. Все соседи по своим всем соделавцам распространяют как про чудо, которое у нас здесь в Бабной Реке, потому что Наташа здесь варит, у нее все деревообрабатывающие станки. Варит сваркой. Сваркой, да, в том числе тик сваркой. Они, конечно, очень сильно удивлены и качеством, и то, что она делает. Потом мы пройдемся, поснимем, какие вещи она может делать. И здесь без этого вообще в Словении невозможно хозяйство, вот как мы сейчас живем. Ну, попробуй заказать огромные вот ворота, там, 3-метровые. Ну, разоришься. Когда бочку ставили, не рассчитали, что мы еще пол залили, и она не помещается одна из-за балки. Вся деревня пришла помогать эти бочки огромные ставить. Натаха обрезала эти ножки, сварила по новой, мы их прикрутили, там через полчаса бочка стоит на месте. Не просто муж и жена, а команда. По сути, то есть, да. Конечно, свои есть тоже желания, планы. Да, совсем другие планы были на Словению, на бизнес, на свой. У меня была зуботехническая лаборатория в Санкт-Петербурге. Я продала все оборудование перед отъездом, и здесь закупила уже столярное. Сварочный аппарат у меня был, я его привезла с собой. Я собиралась делать лампы деревянные с металлом, но сейчас нужна очень помощь на ферме, поэтому в основном я занимаюсь этим. Главное, чтобы было здоровье. Да. По сути, да. Сама столкнулась с проблемами со здоровьем, и теперь думаю, здоровье – это самая главная ценность. Сколько вы уже лет вместе? 28, да, 98, да. Вы учились вместе? Нет. Вообще. Юра в Магадане жил, я в Санкт-Петербурге. Приехала учиться в Санкт-Петербург. Необычное занятие быть сварщиком
женщине? Ну, чтобы женщина умела варить какие-то металлические изделия. Откуда это пошло? Папа тебя научил? Я самоучка, ну просто довольно связанные профессии зубной техник и сварка, да, потому что там пайка. Все, что она с детства делает руками, у нее все очень классно получается. Дверь она сделала из дуба и черешни, которая в этом лесу росла. Она говорит, я никогда в жизни не делала деревянные двери. Это вызов, да. Это вызов. Она типа Для никогда не меня. делала, типа я не знаю, ругается туда-сюда, и раз смотришь, потом шедевр получается какой-нибудь. Жить интересно. Причем я обратила внимание, что мы сидим под черешней. Это Да, дикая орех черешня. и черешня. Это орех и 3 груши. Правда, из-за этого опасно здесь проводить дегустации в августе, потому что на голову Орехи падают падают. груши. Очень вкусные, кстати, груши. Есть ли у вас в планах организовать здесь туристический ночлег? Мини-апартаменты какие-то, потому что здесь такая красивая долина, вид такой, здесь можно подегустировать, расслабиться, выпить сидора, и хочется здесь же и заночевать. Обязательно это будет, просто это не так быстро, как хочется. Ну, помимо того, что слишком много планов одновременно, ну, например, в этом здании наверху будут апартаменты. Вот я Да, поэтому и да. спрашиваю, потому что я вот смотрю на это здание, и мне сразу кажется, что наверху должны быть апартаменты. Мы хотим делать глэмпинг, все это требует разрешения, а для того, чтобы получить разрешение, нельзя идти на пролом в Словении. Нужно, чтобы к тебе привыкли, чтобы люди поверили в твои планы, увидели, что ты их реализуешь. То же самое касается, и, например, общения с енотой, с общиной и прочим. Они точно так же идут навстречу, но они не идут вот так вот на будущее. Что многие думают, что глэмпинг это что-то такое, что ты можешь поставить где угодно. На самом деле ничего подобного. Есть прям письмо официальное этой ноты, что она точно так же требует согласования, разрешения на строительство. Поэтому получить разрешение на строительство, они прямо говорят, вот есть у тебя проект архитектурный, ты его реализуешь, они смотрят на то, насколько у тебя это все получается, и потом говорят, да, классно, ты их должен убедить в том, что это нужно. Поэтому мы не торопимся, мы не ведем себя как такие бешеные инвесторы какие-то. Мы постепенно реально срастаемся с местом. Например, какой-нибудь Световалец, который у нас в общине, он наверху живет над нами, там в этой же долине. И он говорит, да я все вижу, что вы там делаете, поэтому ты сам никого не обманешь. Сказал, что у тебя сад, значит, у тебя есть сад. Ну, то есть, ну, там, и сказал, что у тебя есть производство, они могут прийти с проверкой, инспекция, да. Хочешь поставить глэмпинг, ты должен объяснить, зачем он здесь нужен, и он улучшит жизнь долины, он реально улучшит, да. Кстати, все соседи поддерживают эту идею, потому что им нравится, что здесь есть вот такое движение, оно понятно, в какую сторону идет. Мы же не завод здесь построили, да. По сути, развитие региона. Развитие. Вдохнули новую жизнь в этот регион. Да. Ну, в эту общину точно. Да, я думаю, что мы как идем все равно в рамках наши интересы переплетаются с интересами общины. Да. Здесь, понятно, если развивается что-то, это всем хорошо. Никто не приходит тебе тут деньги вымогать, условно говоря. То есть все, бюрократия существует, но она не запретительная. Все как бы тебе объяснят, помогут, и ты должен просто выполнять то, что сказали. Не надо тут хитрить, нужно объяснять и разговаривать. Слава богу, с этим сейчас проблем нет, с объяснением, с разговариванием. Мы уже получаем некоторую помощь, кстати, от государства, да, субсидии. Но пока вот они были небольшие, пока у нас было по документам это травник, потом это станет, в этом году уже стало садом. На следующий год мы получим новые деньги, посмотрим. Потом появятся расписы, нужно, чтобы как минимум был год уже у нас как сад, и тогда мы там оборот 12 тысяч евро. Тогда будут специальные вот эти субсидии на конкретные задачи там у тебя сада. Сосед едет. А он едет к себе домой, получается? Нет, он едет на виноградник работать. Браво! Кстати, это сосед, когда мы делали точки, в реальности есть на карте границы участка, а есть, мы выносили точки прямо с помощью топографа, чтобы никогда не было больше конфликтов с соседями. И нужно было всех собрать соседей, чтобы они сказали, да, так мы согласны. С какими-то там, они говорят, нет, я что там не отдам, они вернее. А эти соседи, наоборот, нам говорят, да нам не нужно, вот забирай подальше, то поставь там колышек, пускай твое будет, нам не жалко. Нам не жалко. Решили вообще? Все решили, все точки поставили, да. У нас есть эти вот желтенькие вот эти миники, вот эти точки, ну, на половине участка, там, где могли бы когда-нибудь возникнут споры, мы просто хотели их на будущее пресечь, чтобы никогда там у детей не было проблем. В заключение логично было бы спросить у вас, какой бы совет вы дали новым приезжающим мигрантам. Потому что, вот посмотрите, много людей приезжает, и я вижу, сколько людей приезжают, открывают быстро бизнес,
в Любляне, и через какое-то время раз и закрылись, раз и закрылись. Ну, потому что Словения это совсем не Лондон, и по-другому не получится. Если ты не поймешь, как это все работает, если ты не принимаешь правила, которые у тебя есть, но при этом все равно нужно принести что-то свое, что-то новое, но с уважением к местным реалиям и с попыткой понять, как это происходит. Не бессмысленно с ними воевать, они упертые, как бараны словенцы, в хорошем смысле этого слова. С ними, их нужно просто понять. И тогда потихонечку все пойдет. Потихонечку. Быстро не будет. Счастья, легких денег здесь точно нет. И будут ли еще, я не знаю, на самом деле. Мне кажется, еще очень важно учить язык и слияние вот это с культурой, с их, то есть они это очень уважают. Спросила, конечно, у вас, какой бы вы совет дали, и сразу же сама подумала, какой бы я совет дала бы людям. Во-первых, да, как ты, Наташа, сказала, обязательно учить язык, стараться понять местный менталитет, не искать никаких конфликтов. Я, к сожалению, знаю русскоязычных людей, которые сюда приезжают, языка не учат, разговаривают только на русском и на английском, не пытаются внедриться в славянское общество, общаются в основном только с такими же русскоговорящими мигрантами, и более того, не стараются понять словенцев, и идут еще вдобавок с ними на конфликты. Идут со своими привычками из России, приезжают с этими привычками в Словению и конфликтуют с местными. В итоге страна им не заходит, все вокруг виноваты, все вокруг плохие, и заканчивается это тем, что, как правило, эти люди переезжают еще в какую-нибудь новую страну. И так до бесконечности. Ну, тут ничего не сделаешь, от себя ты не уедешь никуда. Ты все равно Да. остаешься тем, кем ты есть. Я, в принципе, и в России-то жил по этим же правилам, на самом деле. Поэтому нам довольно просто здесь. Просто бывает так, что конфликты сами тебя ищут в России, они тебя находят очень быстро. Они тебя найдут. Более того, в России Что бы ты ни делал. Да, в России вообще невозможно избегать конфликтов. Если ты будешь быть вежливым, там наоборот это воспринимают за слабость, понимаешь? Типа ты прогнулся, типа ты такой, знаешь, и тебя еще пытаются продавить. Но в Словении все по-другому. Здесь наоборот уважают открытых людей, умеющих культурно общаться. Я просто сейчас вспомнил, как мы жили в этом коттеджном поселке, который с самого начала его создания, очень много для него сделали. Да, ну под Петербургом мы много для него сделали. И как, например, там ты делаешь, все сбрасываются на какую-то же эту дорогу асфальтовую, всегда найдутся люди, которые тебя обвинят в чем-то, заподозрят, что украл деньги, кинут тебе деньги в лицо, скажут, что я не хочу платить, и ты постоянно, ну, ты делаешь какое-то хорошее дело. Говоришь, ребята, мы вкладываем деньги для того, чтобы повысить стоимость своего жилья. Мысль-то простая, Да. а те говорят, ну ты что, самый умный, вот эти все эти истории, господи, какой Мне же... не надо, у меня джип. Я на джипе еду, Да, нужна да. асфальтовая Да. дорога. А то, что дети катаются на Один на меня с гироскутере. топором вышел там, типа, потому что я ему напомнил, что он вроде как деньги обещал отдать. Типа, какой-то кошмар. Ты Да. думаешь, ты вспоминаешь, ты все хотел, ну, ты открытый человек, ты хочешь хорошего, а на тебя смотрят как на... Ну, есть какие-то все люди, которые ты можешь отношения, а с половиной ты идешь мимо этого дома и напрягаешься. Что же там за человек-то такой живет? Любое собрание в России по любому поводу, не знаю, там отремонтировать тот же самый подъезд, все сводится к какой-то сваре. Каждый кричит, каждый что-то свое доказать хочет, а ты вот только недавно сюда переехал, ты тут квартиру купил только год назад, и ты не имеешь права здесь парковаться, я здесь уже 20 лет, и все. Или какие-то еще цепи натянут, знаешь, самовольно. Здесь такого в Словении нет, и это мне нравится. То есть любая какая-то неадекватная реакция какого-то соседа, можно обратиться в правоохранительные органы, и все очень быстро решается штрафом через кошелек. Ну и в целом, я говорю, пока я просто понимаю, что словенцы все разные. Например, это здесь соседям повезло, здесь тоже бывают какие-то споры между соседями, но просто пока мы здесь вообще никакого негатива. То есть они нам прямым текстом: мы так рады, что вы приехали в нашу долину, мы очень рады. Даже не ожидали Не этого. ожидали. Они прямо не просто Да. тебе в глаза говорят, не просто там типа вот вежливо что-то. Они тебе говорят: мы счастливы, что вы к нам приехали, что вы, ну там, какие у вас работящие дети, там все такое. Наших не заставишь. Да ладно, я видел, как славянские дети работают, ну неважно. Они же тоже себе какую-то картинку рисуют. И ты такой: классно. Ну, в общем, мы вообще в этом смысле мы не напрягаемся. Вот вы задали вопрос там без камеры, чувствуем ли мы себя как дома? Я точно чувствую себя как дома. Уже давно. Да, Ты тоже? я тоже.
Мы сидим такие, как мы здесь вообще оказались? Что это такое вообще? Ольга, ты спрашивала, что такое помо. Вот мы сейчас попробуем французское помо из Нормандии. Кстати, очень хороший дедушка Дюпон, наш хороший знакомый. Он знаменит во всем мире, продает кальвадосы в Нью-Йорке, в Токио, в Москве, и где только не продает. И вот он делает традиционный яблочный напиток, как раз аперитив, аджестив 17-градусный, который вот совсем немножко нужно в начале и конце ужина пробовать. Запах просто обалденный. Ну, после того, как я попробовал когда-то помо, я перестал, ну, мне портвейн хороший, качественный португальский 10-летний, ушел далеко на второй. Это просто невероятно. Это еще вот сидр, который еще месяц ему как минимум нужно набирать газы в бутылке. Молодой. Молодой, он еще немножко резкий. За вас. За ваше дело. Друзья, сейчас мы пройдемся, посмотрим, как живут ребята, посмотрим на их владение, посмотрим на производство. И Наташа нам покажет свое хобби. Оль, ну вот это наше место для дегустации, сайдер-клуб. Здесь проходят все мероприятия сидрового клуба славянского, а также мы в ближайшее время планируем это переформатировать в дегустационный зал нашего сидра, чтобы у него были часы работы висели, чтобы приезжали туристы. Мы только закончим, повесим туда что часы работы и будем готовы здесь принимать гостей на постоянной основе. Мы сразу же начнем туда делать рекламу о том, что можно к нам попасть. В принципе, действительно классное место, почему бы не приехать. В общем, заходим, мы немножко его перестроим. Вот такой отличный ключ. Небольшой пока магазинчик, где мы продаем сидры. Кстати, вот лампы, про которые мы говорили, которые вот Наташа делает. Они сделали дуб, красное дерево. Это все сделано вручную, металлические части, винты. Здесь вот мы только начали, это было, здесь раньше хранилось вино. Здесь у нас тоже будет бочки для помо, для созревания. Но это совсем не весь наш сидр, такие хвосты. Но на самом деле еще ни одного случая за всю историю не было воровства в деревне, ни одного. Там напротив святая святых. Вся мастерская, это тоже она сделана, Наташа, вся эта мебель, это все сама, все эти ящики, система отвода стружки от каждого станка. Называется в местном диалекте штала, в словецком хлев, по-русски тоже хлев. Это место, где когда-то были животные и хранилось сено. Часть этого здания, бывшего хлева, мы вот недавно совсем закончили, перестроили в офис. Мы временно здесь живем, пока ремонтируется дом, в котором основной. Но по факту это офис. Когда мы приехали, здесь было примерно метр навоза внутри, и только что вышедшие оттуда овцы. Утеплителя 150 мм на стенах и 300 крыша, и поэтому у нас сейчас это фактически холодильник, потому что без этого не работает наш процесс. Вот эти ворота Наташа здесь вот сварила прямо на месте, они тоже теплые. Так, огромные двери. У нас здесь холодно и есть свет. Вот этого я вообще не ожидала. Ну вот здесь, например, есть... Мы все уже практически разлили. Вот это называется традиционный яблочник. Яблочное вино местного региона. Вот оно у нас как компонент нашего кюве используются славянские сидровые сорта. Это экстра блюд, который мы еще не разлили. Буквально скоро у нас оставшийся последний разлив. А как вести этот бизнес и не спиться? Да никак, нужно же пробовать и выплевывать. Я же говорю, вот специально есть желоб и... Как любой нормальный сомелье, нужно иметь привычку не допивать. Потому что все время попробовал, прополоскал в рот и вылил. Юра, а сколько литров каждый вот в этой цистерне? 6 тысяч литров каждый. Эти бочки приехали из Италии, они сделаны из специального такого пищевого стеклопластика. Почему мы их использовали? Потому что все наши французские друзья используют именно их. Управление климатом. Сейчас температура выставлена 4,5 градусов. Ну, здесь у нас как бы не святая святых, но это уже результат труда. Здесь примерно сейчас уже где-то 10 тысяч бутылок. Это примерно 7-8 евро. Да, в ресторане такая будет. Это розничная цена, да, примерно такая будет. И вот такая бутылка 0,75, она примерно от 12. Есть отдельные сорта, которые до 16 будут стоить. Те, которые конкурсные, моносортовые. Ну, основные вредители – это град из самых страшных.
даже не заморозки. Хотя для других культур Словении заморозки очень страшные, яблоням это не так страшно. И валухарь, самый страшный зверь это валухарь. Это такое, по-русски называется водяная крыса почему-то. Он может съесть, уничтожить полностью дерево. Здесь посаженные в 2024 году яблони, они уже начали плодоносить, и это сорта английские. Первые, которые у нас в саду, примерно 300 яблонь английских сортов, сидровых специальных, это в конкретном случае Дебинет, Black Дебинет, Яллингтон Милл. Сорта характерны тем, что они называются горько-сладкие, они реально очень сладкие и вяжущие. Их есть вот так вот каждый день, они не для еды, они специально развивались, культивировались для сидра. Английские сорта и все остальные поля это французские, еще 1700 деревьев. Посмотрите, вот здесь вот бассейн полностью заполнен сидором. Принимаешь ванну в сидоре вот с таким вот прекрасным видом. Шучу, конечно. Хотя идея неплохая. Не, после работы здесь великолепно. Ну, а так как мы еще все-таки связаны с ландшафтной архитектурой, и мы хотим эту площадку, этот сад наш использовать тоже как базу нашей ландшафтной компании, в том числе и сделаем элементы благоустройства в районе пруда, какие-то такие более интенсивные, для того, чтобы показывать наши возможности в этом всем. Этой частью занимается в основном мой брат Алексей, и он ведет проекты и в Сербии, и будет заниматься этим направлением в основном в Словении. И поэтому сделаем такую здесь площадку, которая является таким образцом, да, мы умеем, ну что-то в этом роде. Но с такими видами очень сложно что-то добавить, потому что оно и само по себе красивое, главное не испортить. Ну, собственно, суть любой работы именно в том, что не испортить. Ребята, огромное спасибо вам за интересный разговор. Желаю вам огромного успеха в бизнесе, вам и вашему коту. Оставлю все контакты ребят и их локацию, Инстаграм в описании. А я пожелаю всем нам, кто живут в эмиграции, в новой стране, терпения, спокойствия и сложностей, которые ты преодолеваешь для того, чтобы чувствовать себя человеком. Приезжайте в гости. Да, приезжайте к нам на ферму. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!